Хайрлы кун, с вами учитель казахского языка. Сегодня мы разберем, в прошлом уроке мы остановились в 24-м. Сегодня мы разберем с 25 до 32 слова глаголы. Повторяйте за мной. Мыть, жу, протирать, сюрт, красить, боя, чертить, сыз, ходить, жир. Слово жир, вот дословный перевод, это ходить ногой. А если куда-то в магазин сходить или в школу ходить, используется бар, бегать. Жүгір, мягко произносится, да? Работать, жұмыс істе. Отдыхай, демал. Еще сегодня я хочу научить вас, как использовать эти слова глаголы, повелительные глаголы, в 3 времени. Времена у нас бывают настоящие, будущие и прошедшие. Как использовать эту схему? Вот, если вы знаете или не знаете, не знаю я. Мен, обозначение мен это я, сен это ты, сіз это вы, а ол это он и она. То же самое остальные. И вы видите многоточие в 3 времени, да? В этом многоточии подбираются слова, ставятся слова, вот эти глаголы, слова-глаголы. И потом читается у нас по временам суффиксы, окончания, и появляется у нас грамотная речь. Ладно, приведу один пример. Жу это мыть. Я сейчас мою, да, настоящее время. Мен жу ап. Почему выбрали ап суффикс? Потому что жу слово твердое, и выбираем твердую форму ап. Если мягкая, вот она. Если слово заканчивается на гласной, то выбирается согласный п. То есть мен жу ап. После стоит 3 слова. Тур это стать, отр это сидеть, жатр это лежать. Эти слова показывают, как действие происходит. Стоя, сидя или лежа. Но казахи много используют вот жатр как переносное значение. То есть она не показывает то, что он лежа моет, но в принципе 80% казах используют как переносное значение жатр. Мен жуып жатыр мын. Хочу напомнить, здесь 3 окончания. Эти окончания относятся только вот личными местами. Если слово начинается, ваше предложение начинается мен, она должна обязательно закончиться мын. То есть после вот этих жуып, жатыр, мын. Если начинается сен, то обязательно должен закончиться сын. Сен, жуып, жатыр, сын. Если сіз, вот здесь сыз, если ол, она как так здесь нету, она здесь заканчивается. Вот так и в других времена так и происходит. Например, я буду мыть. Мен жу а, твердую выбираем, жуа мын, вот твердое время. Давайте я пример в будущем мягко приведу, чтобы было понятнее. Ладно, сюрт это протирать, да? Я буду протирать. Мен, вот где многоточие ставим, протирать. Мен сюрте, уже мягко, видите? Потому что слово сюрт это мягкое слово. Мен сюрте мын, мягко выбираем. И в остальном сен сюрте сын. Вы будете протирать. Сіз сюрте сіз. Он будет протирать. Он сюрте де. И в прошедшем времени то же самое. Ладно, повторите новые слова и после начинайте работать с тестом.